ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 10:00, Конгресс-холл ГТУ. Открытие ежегодной конференции «Север-Геоэкотех». В этом году она проходит в Ухте уже 18-й раз, собрав докладчиков не только из Коми, но и из Башкирии, Тюмени, Санкт-Петербурга. Приехали в наш небольшой северный городок и гости из Азербайджана и Белоруссии. Для своих слушателей они подготовили более 1500 выступлений. Всех собравшихся поприветствовал ректор Ухтинского университета Николай Цхадая. Это важная часть жизни нашего высшего учебного заведения. Всего несколько дней назад отметившая 50-летие со дня создания Ухтинского индустриального института. Так раньше назывался наш университет. Мы продолжаем дышать воздухом юбилея. Ему посвящены многочисленные мероприятия этого года. Настроением праздника пронизана и атмосфера конференции. А уже в 14:00 на базе университета начали работу 24 секции. Их темы очень разнообразны, несмотря на то, что основным направлением конференции признана нефтегазовая. Тут нашлось место и экологии, экономике региона, и даже архитектурному творчеству. На этой секции докладов было не так много, как на всех прочих, но это ничуть не отразилось на качестве работы. Тем более часть выступлений была посвящена нашему городу. Так Александра Голова заглянула в его прошлое, рассказав о своей идее поставить мемориал ГУЛАГ. Дань памяти и уважения тем, кто построил едва ли не большую часть Республики Коми. А Роман Антоновский обратился к будущему, продемонстрировав среду, в которую можно преобразовать центр Ухты. Была использована мной застройка в виде кольцевой структуры, замкнутой, из жилых элементов, и внутри получается общественная часть в виде парка, в виде какого-то зеленого сердца всего квартала. Застройка формируется 4 кольцами, которые подключаются к общественным кольцам. Такая форма квартала, его молодой человек планирует на месте улиц Юбилейной, Ленина и Космонавтов, позволит активизировать интеграцию. Людям придется взаимодействовать, чтобы пройти, к примеру, в парк. Реально ли такое будущее, поживем увидим. А вот взаимодействие всех участников этой конференции перспектива ближайшая. Все они вместе соберутся в Конгресс-холле в пятницу, 14 апреля, на торжественное награждение лауреатов и закрытие.